Друзья, мы сейчас прочтем Исайю 7:15. Каждый день я читаю по одному стиху. Здесь говорится о Господе Иисусе, которого родит Дева. И здесь есть важный факт, для понимания которого нужно молиться. В отношении Него сказано следующее: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Что это значит? Он будет есть обычные продукты. Молоко, мед, молочные продукты, пчелиный мед. Но это должно было происходить для того, чтобы он мог быть движим, чтобы отвергать худое и избирать доброе. Так и было. Он сделал так, чтобы мы могли принять решение. Сегодня спасение не принимает лишь тот, кто не хочет. Посмотрите это свидетельство. У меня была проблема в тазу, в пояснице. Я не могла наклониться, передвигалась с большим трудом. А теперь? Теперь Бог исцелил меня, я уже могу наклониться. Тогда положите трость на плечо. Положите трость на плечо и идите свободно. Можете идти, сестра. Бог не делает дело наполовину. Идите еще. Чем больше вы будете ходить, тем больше Иисус исцелит. Идите, 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 идите. Вам лучше? Да. Тогда походите здесь еще. Не бойтесь. Идите быстрее. Теперь идите быстрее, быстрее, быстрее. Бог вас сейчас исцеляет. Так. Как вы ходили раньше? Как вы ходили? Так? Да. Теперь я молюсь за вас. Бог, я ходатайствую за того человека, который сказал, что любит Тебя, но не служит Тебе, который сказал, что пойдет на небо, но идет к погибели. Измени шаги этого человека, Отец. Бог, во имя Иисуса я парализую это злодеяние и говорю: уходи, убирайся прочь во имя Иисуса. А вы скажите аминь.